у меня же вот 7 внуков, Угу. значит, да, 4 внучки и 2, ой, вру, 4, да, 4 внучки, да, и 3 внука. 3 внука. Да, вот 3 внука. Вот одна у нас, значит, вот сейчас учится в Микебе. Вот. Микебе это Гатанова что? Юрия Борисовича. А, понятно. Да. В школе вот это. Ну, Для да, одаренных. Да. Мы там вот, как многодетная, значит, да, мы семья, дочь, то к нам снизошли, мы теперь то вместо 5000 платим 3000 в месяц. А что им дают за 3000? 5. Ну, я не знаю, но, в общем-то, как мы пришли тогда, оказывается, вот Юрий Борисович ее вот, задавал ей очень многие вопросы, он сам вел это тестирование и задавал ей вопросы. И она отвечала. И ему понравилось, что она непосредственна, что у нее есть свое мнение, что она может выразить свои мысли как-то вот так. И он ее взял. И там многие, в общем-то, пытались пройти, и даже не прошли. Но она пришла в самый последний момент. Это как второе образование параллельно со школой? Да, вообще-то это в школе, но класс 1 дали. Один Да, класс. один класс называется Микебе. Вплоть до 11 класса. А вот это я не знаю, вот этого я не скажу. Пока еще я этого не знаю. Но они учатся вот так по этому стандарту, потому как он говорит у них. Человек такой весьма продвинутый, весьма очень интересный, быстро говорящий, конечно, а вообще хорошо мыслящий, быстро говорят. А мне-то надо вот, чтобы долго так с чувством, с толком, с расстановкой взвесить. Пока он там уже сказал, я так, ой, еще догоняю его мысли. Ну да, догнала, слава богу. Вот. А потом мы ходили в кружки. Значит, это кружок надо, тоже платный. Все платные? Да, мы ходили на гимнастику с ней. Ну, поскольку потом еще записали ее на фортепиано, где сказали, не-не-не, она не подходит, у нее растяжки не хватает. Растяжки для фортепиано. А там нет, там не растяжка была вина. А то просто там не было у них, знаете, поступления вот, на ударные, на другие какие-то инструменты. Вот, а фортепиано, все идут в фортепиано, значит, да, ну вот надо куда-то вот все, набрали они там. Но я уже потом принесла бумагу и говорю, вот она многодетная, значит, да, вот это статус ее, да, и вот она хочет все-таки фортепиано. А ребенку нравится? Да, и... А ребенку нравится? Она, когда мы зашли, нам посмотрели там это фортепиано, там это, эти барабаны, вот эти ксилофоны. Она говорит, вот тут я буду учиться. Ей понравилось стучать барабаны, да. Ну вот, а мама говорит, нет, только фортепиано. Ну, я пришла и все-таки вот, настояла на том, чтобы ее взяли в класс фортепиано. И сколько сейчас вы стоит? знаете, хорошо надо настоять. Потому что вот учительница ее, в общем-то, довольна ее работой. Вот сейчас она играет на фортепиано и на концерт уже выходит. И получила 5 с плюсом. 5 с плюсом по фортепиано. Я вот на нее смотрю, она сяду и говорю, сыграй мне все эти вещи. Вот она играет прям, я смотрю прям, и руки как вот у пианистки лежат. То есть ее правильно учат. Учитель просто вот хороший учитель ей попался. А какая нынче цена у музыкалки государственной? А вы знаете, мы не платим. Мы вот здесь вот прямо в школе Митховой учимся. Мы только там платим, знаете, за, допустим, ремонт, там что-то, чего-то соберут, на что-то, на концерт, может, какой-то, вот так. Вот. А вот туда вот платили, где она в гимнастику ходила, где она на чемпионате занимала даже 2-е место. Вот. Сейчас мы не ходим, потому что бегать туда, сюда, на 3 точки разорваться, так сказать, на шпагате сидеть, это не всегда получается. А это та же девочка, которая да. по математике? Да. Да. Поздравляю вас. Вот она вот на концерте это вот участвует, она вот музыкальная. Но быстро, ей уже это быстро что-то она схватила, ей уже все понятно, ей уже надо что-то другое. Непоседа. А досуг проводить с детьми? Да, вот мама с ними занимается. Вот у меня еще за ней идет еще внучок Ванечка. Вот такой он
Он сейчас вот на будущий год только поет. Потому что мы, оказывается, не успели в этом году. Пришли записаться в школу, а нас что-то как-то вот... Вы, говорит, опоздали. Ну ладно, опоздали, а у него как раз 6,5 лет. Ну, мы думаем, на будущий год, может быть, поступит тоже. Конечно. Да. Мы записались уже в школу воскресную, потому что мы даже не знали, что надо еще воскресную школу проходить, чтобы попасть в эту гимназию-то, в эту же школу. А он уже читает 70 слов в минуту, потому что мама с ним занимается. Вот. Он хорошо, это мыслительная деятельность у него хорошо работает. Вот, и еще, может, такими словами бросаться, что я так иногда диву даюсь, откуда он такие слова знает. Как я сварила суп, он говорит мне: бабушка, вот каких-то ингредиентов в этом супе не хватает. Я маленькая была бы, я бы даже это слово-то не вышептала. Я говорю, а каких тебе там ингредиентов не хватает? Ну что-то вроде укропа, лука, чеснока. Есть, говорю, бульон такой бурятский. Все, никаких. Что дали, то дали.